Ну что, уважаемые коллеги, разрешите начать? Да? Все готовы? Готовность номер один. Во-первых, всем здравствуйте. Здравствуйте, участники конкурса. Здравствуйте, члены жюри. Здравствуйте, гости. Извините. Мы сегодня подошли с вами к последнему нашему дню, к заключительному конкурсному испытанию. Это профессиональный диалог. Мы с вами уже начинали профессиональный диалог уже после педагогических мероприятий с детьми, да, то есть мы уже там начинали наши диалоги, обсуждали. Но почему это важно, наверное, это действительно важно сразу какие-то моменты, да, для себя обсудить, потому что, чтобы вопросов потом уже у нас не появлялось. Сегодня наше конкурсное испытание, оно интересное, необычное, оно позволяет вам высказать свою профессиональную позицию на ту или иную проблематику вопроса, оно вам позволяет выдвинуть какие-то определенные предложения, оно позволяет вам отразить ту позицию, которая, на ваш взгляд, вы считаете, характеризует общие тенденции развития дошкольного образования. Поэтому оно вот такое какое-то значимое сегодня для нас, для всех. Уважаемые участники конкурса, разрешите вам представить министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталью Владимировну Якимову. Она сегодня с нами. Да, поприветствуем. Хочется сказать о том, что наше конкурсное испытание сегодня, оно такое достаточно важное, поэтому, Наталья Владимировна, вам несколько слов. Да? Да, спасибо большое, Светлана Николаевна. Уважаемые коллеги, доброе утро. Осталось совсем немножко. Рада, что вы хоть и устали, но взгляд еще бодрый, веселый. Настройтесь на это испытание. Сейчас объясню, почему оно важное. Каждый день мне поступала сводка по итогам дня, что же происходило, потому что не могу поприсутствовать лично на всех мероприятиях, и некий итог промежуточный. И хочу сказать, что каждый день результаты менялись. То есть у вас, у каждой есть потенциал. И несмотря на то, что осталось конкурсное одно мероприятие, именно оно может для каждой из вас стать решающим. Поэтому мобилизуйтесь, вы работаете в группе, но очень обычно всегда ярко видно, кто как отрабатывает в группе, кто как представляет свои умения. Когда вы будете излагать свои профессионально-личностные позиции по той теме, которая вам задана, будьте, пожалуйста, конкретны. То есть не старайтесь уходить в ту теорию, которая вам непонятна, но кем-то навязана. То есть вы практики, вы воспитатели. Это мы прекрасно увидели на занятиях с детьми. И сейчас тоже, объясняя тот или иной подход в решении проблемы, будьте ближе к практике. То есть то, что думаете, то и говорите. Будьте логичны и лаконичны в своих выступлениях. Это очень помогает. И самое главное, не бойтесь. Будьте активными. Я всегда люблю очень такие мероприятия на всех конкурсах, когда идет общение, поскольку именно сейчас вы обозначите те болевые точки, невольно причем, которые у нас есть в системе дошкольного образования. Для нас это важно, чтобы скорректировать свою работу и выстраивать государственную политику в сфере дошкольного образования. Я вам желаю успеха, удачи, ничего не бойтесь, еще раз говорю, будьте активными. И буквально через несколько часов у нас уже с вами у всех будет праздничное настроение, и мы окунемся совсем в другую атмосферу. Еще немножко нам осталось. Всего хорошего. Спасибо, Наталья Владимировна. Спасибо. Уважаемые коллеги, согласно нашему положению, сегодня профессиональный диалог проходит в микрогруппах. Вы уже знаете свои темы, вы их уже пообсуждали, да? Какие-то определенные моменты для себя уже выяснили. И поэтому, я думаю, что мы будем начинать без определенного промедления. Да? Значит, по регламенту на выступление каждой группы отводится примерно 20 минут. Жюри задает вопросы, Наталья Владимировна тоже вам будет задавать вопросы, поэтому, чтобы вы уже были готовы и понимали, что действительно диалог у нас должен сегодня состояться. А темы сегодняшнего дня у нас достаточно актуальные, они, на мой взгляд, очень такие сложные в качестве вообще подходов к организации таких процессов, наверное, в детском саду. Да? Это темы психолого-педагогических условий развития детской одаренности,
в дошкольном образовании. Это психолого-педагогические условия развития детей с особыми образовательными потребностями. Это социализация ребенка в условиях современного детского сада. И это современные формы организации образовательного процесса в детском саду. В общем-то, те темы, да, из многообразия тем, которые вам были предоставлены, я думаю, что так звезды сошлись, и они действительно очень актуальны на сегодня. Я думаю, что вот как раз в диалог нам поможет какие-то точки соприкосновения в качестве понимания, наверное, да, этих тем, может быть, предложений, практики, вот как-то их, собственно, определить. Ну что, уважаемые коллеги, мы начинаем, передаем вам слово, вы можете работать по желанию, какая группа начинает, какую тему обсуждать, да, давайте мы определимся, кто у нас желает уже начать и вступить в диалог. Хорошо, давайте, какая у вас тема? Психолого-педагогические условия развития детской одаренности в современном детском саду. Хорошо, вы можете делать вступление. Существует такой стереотип, что... Ой, микрофон надо говорить, да? Существует такой стереотип, что с одаренными детьми очень легко и приятно работать. Но на практике это не так. Почему? Потому что ребенок очень креативный, неординарно мыслящий. И впоследствии выявляются такие проблемы, как, ну вообще, как выявить одаренного ребенка, собственно говоря. Это проблема, потому что существует несколько разных практик и методик, которые, ну, каждая по себе, они могут быть ошибочны и давать какие-то неточные данные. Далее, следующая проблема – это подготовленность педагогов к работе с этими детьми. Вот, то есть нужна какая-то профессиональная личная подготовка педагогов, психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. Да, естественно, должна быть работа, но это педагогов, это условия, да, с родителями, вот подсказывает Светлана Владимировна. Да, условия одаренности, вот какие? Это предметно-развивающая среда группы из сада, естественно. Это дополнительные какие-то занятия, дополнительные услуги, которыми будет родители развивать своих детей. Взаимодействие педагога с родителями, правильно подсказывают, с родителями, которые активны и которые хотят развивать своего ребенка, развивать его способности. И, естественно, взаимодействие этого ребенка с социумом. Каким образом? Это посещение каких-то музеев, выставок, ну, дополнительно, да, мастер-классов, то есть, которые способствуют все-таки его, вот, развитию его способностей. И, конечно, да, психолого-педагогическое сопровождение таких детей. Должна быть соответствующая атмосфера, обязательно, да. Для таких детей, как и для детей с ОВЗ, практикуют индивидуальные маршруты. Да, психологи, как уже говорили, должны быть специальные методики. Как еще можно выявить одаренных детей? С помощью наблюдения, с помощью анализа их продуктивных работ, с помощью анкетирования родителей, разговоров с родителями. Вот что я говорила, психолого-педагогический мониторинг. Куда такие ребята одаренные могут вовлечены быть? В различного рода проекты, в праздники, различного рода выступления. Таких детей необходимо еще и поощрять дипломами, награждениями, словесными, то есть словесные награждения должны быть. Да. Еще есть такая теория, что одаренные дети чаще всего встречаются у людей либо возрастных, либо у людей, у которых эти дети единственные, либо, например, взрослые дети уже старшие, а младшим уделяется особое внимание. Вот тут родители заинтересованы в том, чтобы развивать ребенка глубже, дальше. Но еще и психологи столкнулись с такой проблемой, что существуют такие родители попустительские. Например, педагог заметил способность, одаренность ребенка,
но родители попустительствуют. То есть отмахнулся и все. В данном случае нам, как педагогам, нужно работать глубже. Детей включать то есть своего рода в праздники, участие в конкурсах, чтобы они принимали. Есть родители, которые наоборот, можно сказать таким словом, как наседают, то есть видят, например, ребенка только в художественном, то есть проявляет вид деятельности, например, художественной, и вот они глубоко ушли, посвятили полностью ребенка художественной деятельности, а остальная деятельность, она остается за гранью. С пробелами. Да, с пробелами, со своими проблемами. Одаренность ребенка не развивается, когда он подолгу работает, то есть он должен. Она развивается от его собственной мотивации, от его собственного «хочу». То есть «хочу» и «могу». И его вот эта вот деятельность должна нести положительные эмоции, и тогда только вот одаренность будет каким-то образом Педагог должен быть развиваться. наравне, он не должен давать ему какие-то наставления, наставления не должен давать, так же, как и родители. Они должны, как сказал, партнеры. Я еще хочу сказать о том, что образование в основном сейчас нацелено на средних детей, так же как мы работаем по программам, которые нацелены на средних детей, выявляем средний уровень развития. И одаренные дети, они не просто, есть средние, есть одаренные, а каждый одаренный ребенок — это индивидуальность, и к каждому одаренному ребенку должен быть свой индивидуальный подход. Не просто один на всех одаренных, а каждому индивидуальный. И в условиях нашего детского сада это, конечно, на данный момент, наверное, проблематично из-за того, что педагоги недостаточно образованы в новых каких-то введениях, инновациях образования. Педагоги, да, на местах. И еще работа с такими детьми должна быть на опережение или на усложнение. Всегда индивидуальный подход, да, специально организованные условия. Ребенок рождается уже с какими-то задатками, способностями. Есть актуальная одаренность и потенциальная одаренность. Актуальная одаренность — это то есть своего рода, которая уже проявилась, да, а потенциальная — это то, что заложено. То есть нам, как педагогам, необходимо вот это где-то увидеть и дать развитие, да, этой одаренности. Еще я хотела сказать, что вообще, в принципе, детей, конечно, критиковать нельзя, но иногда бывает, что из лучших побуждений, вот у тебя там рука не так получилась, давай-ка ты ее перерисуй. То есть это очень ранит ребенка, и ребенок может отторгать вообще такой вот вид деятельности какой-то, на путь который он вступил. И поэтому, конечно, такие дети очень ранимые, нужно относиться к ним с большим вниманием. Наверное, это очень сложная тема, потому что увидеть одаренного ребенка не всегда пытается просто. Например, я приведу пример свою группу. То есть у меня, например, есть девочка, которая участвует у нас во всех мероприятиях нашего детского сада. Мы даже уже с ней выходили на город. И она очень сильно любит танцевать. Она активная, она такая, даже, можно сказать, не по своему возрасту, взрослая. И когда мама подошла ко мне и говорит, как нам ее занять еще, я говорю, может быть, как раз она так любит танцевать, может быть, кружки различные. Походила она у нас на один кружок, мама приходит и говорит, ее выгнали. Я спрашиваю, почему? Она говорит, она себя плохо вела. Хорошо, она пошла к другому сильному педагогу, который ездит и занимает места в нашей России. Ее опять выгнали. Она приходит и говорит, преподаватель спросила, как вообще воспитатель справляется с ней в группе. Ничего такого сверхъестественного я не увидела в этом ребенке, в плане, я имею в виду, что она не какая-то такая особенная в плане, что-то плохо делает. Почему она так стала делать, мы с ней поговорили так потихонечку, и она мне сказала о том, что она не хочет делать то, что говорит ей преподаватель. То есть если мы по указке, по шаблону, в принципе, я пыталась это на всех наших мероприятиях конкурсных донести то, что нужно создать условия для ребенка. И даже, может быть, ребенок, который одаренный, мы его еще не успели увидеть, потому что начальное звено – это детский сад. Потом уже идут школы, также куда они ходят на кружки, чем занимаются. Должны работать совместно. Я думаю, что это должно быть и родители, и воспитатели, и потом, соответственно, другие преподаватели. Также у нас есть, допустим,
мальчик, который тоже танцевал очень хорошо, его тоже оттуда попросили уйти. Хотя в группе он танцует очень замечательно. Даже если у нас идет зарядка, допустим, да, они танцуют, я не прекращаю их танцы, если они любят танцевать. То есть они танцуют, очень красиво танцуют, правда. Я даже записывала, отправляла родителям, и они показывали тем педагогам. Они говорят, но она не делает то, что прошу я. Мне нужно для конкурса, мы готовим их. Надо ребенка разглядеть, надо попытаться увидеть каждого. Если вот она одаренная, это не означает, что я не вижу других детей, которые сидят и молчат. Я сама лично из таких детей была, которая не могла раскрыться в детском саду. В школе я боялась выйти к доске. Хотя вот сейчас, даже тогда маленьким ребенком я могла подумать, что я поеду на какое-то конкурсное мероприятие и буду вот отвечать и говорить не боясь. Хотя каждый из нас все равно, да, мы все побоялись, и какие-то страхи мы ушли, преодолели. И поэтому вот ребенка нужно успеть разглядеть вместе с родителями. Вот у меня, например, правда, есть такой опыт взаимодействия с родителями, где они приходят, спрашивают меня, доверяют мне, и что делать нам дальше, как нам быть с детьми. Поэтому вот, и может быть, нам как-то тоже нужно еще учиться вот к этому смотреть. Да, у нас еще этого пока нет, но мы учимся, мы стараемся. Это сложная, правда, тема. И выявить одаренного ребенка, потому что одаренный ребенок не всегда яркий, правда? Он ведь и бывает такой, которого не видно. Надо успеть разглядеть, посмотреть. Может быть, какой-то ребенок любит пластилином заниматься, да? Кто-то любит, допустим, петь и танцевать. Например, да, мальчик у нас, знаете, я не знаю, может быть, это будет неправильный пример, но адаптация у него проходила очень сложно, но он первый научился разговаривать, то есть речь у него была просто идеальная. И вот, допустим, мы садимся, да, вот они кушают, завтракают, а мы тоже чай пьем, да, и он, например, там подходит и говорит, какая у тебя шоколадочка, какая вкусненькая, то есть вот у него такой вот, и потом вот он про машины также рассказывает, про свой самосвал. Я думала, только его интересуют машины, но когда вот мы в группу начали вносить в эту мастерскую, он стал наливать воду, он стал туда камушки, потом он пуговицы, когда пуговицы появились, он стал исследовать вот это все. То есть это тоже ведь какая-то своя рода уникальность, которую вот нужно успеть не дать, чтобы она затихла. Но и опять же тут тоже очень важно, когда слишком много. Вот я боюсь вот за нашу девочку, что она сейчас везде участвует, и что потом это у нее погаснет. Вот это тоже нужно вот как-то, чтобы и педагог, и родители не наседали, не требовали от нее вот всего. Но самое главное – это создать среду для ребенка. Да, Анна Николаевна правильно говорит, что одаренные дети не всегда удобны, и даже своим родителям. Вот. И у этих детей очень сильно проявляется креативность, и они могут и разговаривать, беседовать с кошкой, и строить замки на песке, хотя взрослый ему говорит, что этого делать не нужно. Ну а вдруг он построит такой замок, который будет держаться, и потом все будут говорить, какой гениальный ребенок там придумал, как это все удержать. Потому что не нужно запрещать и говорить, что нет, этого нельзя. Пусть он делает, да, пусть он делает это, естественно. По поводу неудобных людей. Когда я только начинала свою практику, у меня был мальчик, он никогда не реагировал на замечания воспитателя, на обращение воспитателя. Он мастерил, что-то конструировал. И вот когда я обратилась к психологу, Надежда Николаевна мне сказала, оставь его немножко в этой деятельности, оставь. То, чему ему надо научить, ты его обучишь в индивидуальном порядке, да, вечером там, или когда он будет свободен от своих дел. Вот, мы потом обратились к родителям, благо, что родители нас поддержали. Сейчас он конструирует такие, да, это и вертолет специальный на даче. Папа у него просто видео выкладывает, чего они достигли. То есть папа, мама поддержали ребенка. Они его дали в IT-технологии. Вот здесь у нас как раз открылся в Доме дружбы народов на тот момент. Ребенок раскрыл себя с такой стороны. Я говорю, диву даешься. Не взрослый человек такого не сделает. Нужно поддержать. Рисует мальчик у меня, значит, один тоже. И он попросили, ребят, вот праздник скоро, там, предположим, День космонавтики, он тут же, у него идеи мгновенно приходят, рисует, он огромные плакаты украшает нам группу, сегодня мы делаем плакат, там, все это склеивает, делает. Коллеги, тема, мы Да, понимаем, что тема очень такая благодатная. Про своих детей. С одной стороны, да, по примерам. Про своих детей. Пример можем великое множество привести, да, поскольку все вы практики, педагоги, это очень важно.
но все-таки как бы мы может выслушали сделать ваше педагог? мнение, да, Да. каждого, рассмотрели, что вы действительно как бы увидели, что есть такие примеры, да, одаренных детей, есть сложности в этой работе, поскольку ну, это как бы такой процесс, который еще детскому саду не всегда может быть доступен, да, в этом плане. А как вот вы относитесь к такой мысли Теплова, что все дети в дошкольном возрасте, они все одаренные, по большому счету? Вы согласны с мнением Теплова? Естественно, конечно. Нужно поддерживать его способности со всех сторон. Со всех сторон. Да, и чтобы да, эти задатки не загасли, способности, вернее, не Даже угасли, есть конечно. такое мнение, что если к 5 годам можно увидеть, то есть, как сказать, выявить что ли, ну, грубо было сказано, выявить одаренного ребенка у 80%, а к 7 годам уже идет угасание. То есть там порядка 20% что ли было приведено. Да. Хорошо, а детский сад, он как бы что-то делает вообще для, вот, Ну, естественно, для поддержки, наверное, да, может быть? Ну да, детского как Принимать мы- ребенка таким, какой он есть, Чтобы- естественно. Да, можно даже индивидуальные выставки сделать. Конечно. Участие в конкурсах не только не только на Поддерживать его садике, инициативу. не только на садике, но и выше Можно уровня. я приведу пример? Вот мой наставник Мария Степановна, у нее ребенок, девочка, любит очень пластилин. И у нее организована выставка, то есть она ее вносит в прием, показывает своим родителям, показывает всем. Вы знаете, коллеги, вот здесь немножко я хочу все-таки чуть в разговор вступить. Почему? Потому что, ну, чтобы у нас не получилось, что ребенок, предположим, у которого развитие мышления, операциональность мышления, да, или развитие там конструктивных каких-то линий, или там речевое какое-то, или интеллектуальный аспект какой-то, да, то есть чтобы не получилось так, что мы как бы говорим о том, что вот и берем этого ребенка, какого-то обособленного ребенка, да, с одаренностью, да, то есть все равно мы должны понимать, что это очень сложный процесс, и делить детей, там, скажем, Конечно. на одаренных и в детском саду, ну это практически невозможно на сегодняшний день. Поверхностные трудности. Поэтому надо совместно это все делать. Это такая тонкая грань, где нужно развить в нем это. Мы с вами в среду, Светлана Николаевна, помните, говорили, что пиком формирования всех способностей 3-4 года как раз. Коллеги, члены жюри, Наталья Владимировна, еще, может, какие-то интересные Уважаемые коллеги, моменты? я не могу не подкорректировать фразу одного из участников, потому что меня простите, а потом я задам вопрос. Мне кажется, я не готова согласиться с тем, что было озвучено, что образование нацелено на средний. Не могу. И рада буду, если кто-то разделяет это мнение. Это не так. И нет вообще понятия среднего ребенка. Вообще все зависит от взрослых, от нас. Если вы хорошо знаете стандарт, там такая вариация и такой разбег, берите и творите. Мне бы очень хотелось, чтобы вы воздержались от таких категоричных суждений. Это неправильно. Но это мое мнение. А теперь, коллеги, в вашей группе вопрос. Вы пошли правильно от общего к частному. И вы подтверждали те общие тезисы своими примерами из практики. Но тема у вас была, это какие условия должны быть в детском саду. Не в конкретной группе, не у конкретного воспитателя, а в детском саду. И вы потеряли одно слово. Вы говорили о педагогических психологах. Какие психолого-педагогические условия должны быть в детском саду? Уважаемые коллеги из другой группы, у вас есть сейчас возможность корректироваться. Ведь каждое слово, которое вам выдано в этой теме, оно играет существенный вес. Это не просто какая-то кем-то случайно взятая фраза. Это очень важно для нас вот сейчас понять, что вам не хватает. Поэтому, коллеги, вот буквально сейчас психолого-педагогические условия в детском саду. Первое, второе, третье. Сопровождение специалистов. Каких? Каких? Психолога, специалистов музыкального тренинга. Коллеги, а с чего все начинается? Выявление. Вот, с чего начинается? Диагностика.
То есть вот давайте еще раз, какие условия должны быть созданы, чтобы вот эта одаренность ее не только выявить, ее и сопровождать, и дальше передать на следующий уровень. Проведение специальных тестов, наблюдений. Ну, это и есть Ну, там разные виды. виды, да. Помощь в составлении индивидуального маршрута для таких детей. Помощь в реализации. Психолога. Не только психологами, ну, в том числе психологами, да. Вовлечение таких педагогов в работу с родителями обязательно, потому что это симбиоз родителей с семьями. У вас прозвучала у одного из участников хорошая фраза. Мы должны взаимодействовать. Ну, должны, может, модальность не та выбрана, но вот слово взаимодействие, когда Хорошо. мы говорим об особенностях развития ребенка, это самое ключевое, это взаимодействие. Оно может быть с родителями, оно может быть верно, может быть вертикальное, горизонтальное, но оно, да, действительно, оно должно быть, я соглашусь с этим. Что-то еще добавите? В современном детском саду. Может, вовлечение. А роль среды? Ну, сказали же, среда, да, пространственная. Ну, принимать ребенка таким, какой он Среда есть. должна стимулировать ребенка, обращаться к новым. Я соглашусь с вами, что очень сложно. Когда мы видим некую способность у ребенка, очень сложно, и я явно видела это на тех уроках, на тех занятиях, которые я посетила. У вас практически в каждой группе были нестандартные ситуации. И практически в каждой группе был такой ребенок, который, ну сложно сказать, способность он проявлял или что-то, но он был не такой, как все. И я видела по вам, насколько сложно вам сориентироваться. Мало того, что это конкурсное занятие, у вас, в общем-то, вот группа детей, и кто-то один все равно выбивался. И вот как это тяжело, это действительно так. Но, коллеги, если вы нам не скажете, чем мы вам можем помочь, мы так и будем признавать постоянно трудность. А нам бы очень хотелось конкретики. То есть что вам надо? Курсовая подготовка одна история, Да. стажировки другая Да. история, методические какие-то десанты третья история, взаимодействие там наставничество четвертая история. То есть чем конкретнее вы нам скажете, чем вам помочь, Педагогическое тем легче нам с вами Все, будет. что вы назвали. Спасибо. Курсы. Ну, коллеги, Стажировки, да. здесь мне хочется знать, что сказать. Понятно, что это вопрос, правильно, Наталья Владимировна, спасибо вам большое. Действительно, вы вот эту приставочку психолога, да, как-то немножко упустили. Поэтому только во взаимодействии, да, с психологическими какими-то службами, потому что этот вопрос очень сложный на самом деле, да, он достаточно такой, ну, можно сказать, глубокий, да, то есть и поэтому только во взаимодействии с психологами мы можем каким-то образом эту работу системно, наверное, да, выстроить в детском саду. Ну и, конечно, безусловно, это постоянное обучение педагога, да, в том плане, потому что правильно Наталья Владимировна, еще раз хочу повторить, сказала о том, что ну и вообще индивидуальность ребенка сегодня это в центре внимания, да, нашего и стандарта, и деятельности, и процесса. Поэтому, конечно, безусловно, ну там, не знаю, карта уж там развития или не карта, но тем не менее индивидуализация это то самое важное, да, что должно быть. И вот с этой индивидуализации, наверное, должна начинаться и работа с родителями, конечно, да, чтобы вот это вот прошло. Хорошо, коллеги, еще, пожалуйста, может, какие-то мнения, суждения? Здесь очень главное в работе с одаренными детьми найти ту грань, когда ребенок успешен и когда ребенок начинает быть звездным. И научить его преодолевать поражения, чтобы это для него в будущем не было стрессом. Потому что мы все понимаем, что в жизни есть моменты проигрыша, моменты такого неудачи. И вот этот момент, когда ребенок успешен, но бывает, может быть, не так хорошо, как сегодня. Одаренному ребенку не нужна ваша оценка, вообще никакая, простите. Он сам себя оценит, наверное. Это вчера на занятии, у кого была эта девочка Александра, которая там, да, которая вот, ну вот она явно вчера выделялась, да, вот и я сказала, и я хочу, и я... Мы не говорим сейчас, что у нее там одаренность или что-то, но вот особенность, да, восприятия у нее была такая интересная. Да. Коллеги, ну я думаю, что в детский сад это такой, вообще детский сад это сам условие, наверное, да, вот это такое большое, в широком смысле этого слова, действительно для того, чтобы и одаренность ребенка проявлялась, да и вообще, чтобы ребенку там было хорошо, он был успешен,
прежде всего. Ну и, безусловно, еще раз мы подчеркиваем тот факт, что да, мы должны все-таки искать те формы, которые выводят наших детей на индивидуальное развитие, да, создавать вот эти условия, которые еще больше, ярче проявляют их индивидуальность. Коллеги, спасибо большое. Дальше мы продолжаем. Светлана Николаевна, можно вопросы? Да, вопросы. Можно, да? У Хорошо, меня два да. вопроса к группе участниц. Уважаемые коллеги, здесь то, что связано именно с созданием условий, два момента вот таких очень конкретных вопросов. В сельских детских садах, особенно в глубинке, нет ни психологов, ни узких специалистов, а дети, они там есть, разные. Вот ваши такие конструктивные предложения, может быть, из опыта, из понимания, а как вот быть сельскому воспитателю? Кто его научит, кто определит, выявит, одаренный это ребенок, неодаренный? Вот что ему делать? Ну, погромче Вы же, микрофон, вы же сами сказали, что нужно проводить диагностику. А кто будет это делать? Какие-то варианты, может быть, у вас примеры есть взаимодействия с кем-то? Нет? Ну, бывает такое, что один психолог работает в нескольких образовательных учреждениях. По совместительству он, приходит на несколько часов и работает так же, как и в школе, а потом в детском саду. Родители, может быть, не всегда объективны по отношению к этому ребенку, но только работа с ним, правда, не видят общение с окружением, которое ребенка. Нет, ну смотрите, вы сами, педагог сам не сможет выстроить психолого-педагогическое сопровождение, да, развитие одаренного ребенка. Это надо признать. Поэтому родитель, тогда сельские родители куда должны обратиться? Да, конечно, консультационные центры, которые созданы, они созданы в вашем детском саду, они на республиканском уровне созданы. То есть всегда, пожалуйста, обращайтесь, потому что виртуальное общение сейчас расширяет границы очень мощно. Я не уверена, что там специалист как-то поможет на 100%, но, по крайней мере, хотя бы обратиться, да, за консультацией можно. И еще у меня есть два маленьких вопроса на размышление. Вы сказали, я поддержу Анну Николаевну про конкурсное движение, да? В том, что не надо заставлять, но у нас сейчас существует такая практика, к нашему большому сожалению, о том, что педагоги, которые проходят либо аттестацию, либо на местах заработной платы их формируются из каких-то баллов, они просто, я не знаю, как это сказать мягко, да, заставляют участвовать детей во всевозможных разных конкурсах. Как с этим быть? Мы заставляем. У нас кто хочет, пошел. Нет, я не спрашиваю у вас, как лично у вас, а как вообще с этим быть, потому что ситуация такая есть. Понятно. То есть вы переходите на уровень детского сада. Понятно. И третий вопрос, последний, тоже на размышление. Тоже Анну Николаевну поддержу в том, что вы советуете родителей отдавать детей в кружки, да, в организации дополнительного образования. В организации дополнительного образования. Мы сталкиваемся с тем, что наши педагоги очень часто жалуются на педагогов дополнительного образования, и вы это подтвердили, в том, что они не владеют основами взаимодействия психологическими с детьми дошкольного возраста. Как здесь быть? Преемственность должна быть между всеми организациями. Но как разных мы пригласим уровней. педагогов доп. Образования к нам в детский сад и объясним, что такое психологические особенности ребенка, что делать-то? Ну вот, Потому что если вы будете его сопровождать, значит, вы ответственность несете, как бы детский сад несет за этого ребенка вместе с родителями, и подбор и кружка, и педагога, который не сломает ребенка, это, наверное, тоже ведь очень важно. Спасибо. Коллеги, у нас, давайте есть регламент, давайте все-таки придержимся, иначе мы не будем Можно успевать. вот немножко, да? Я хочу просто нацелить вас всех на такую одну, может быть, правильную истину. Мы понимаем, что талант — это результат развития чего? Одаренности. Одаренность — это результат развития чего? Способностей. Дальше результат развития способностей — это что? Это задатки и те умения, которые мы развиваем у детей. Так я бы хочу вас призвать, чтобы вы обращали внимание на развитие умений, да, формирование умений. Потом из этих умений у детей будут формироваться способности, одаренность и так далее, выходить на талант. Чтобы вы вот эту линейку сами видели, сами чувствовали в детях, да, чтобы вы ее как бы сами, как сказать, контролировали.
И тогда вам легче будет осуществлять работу с ними. Спасибо. Спасибо, коллеги. Действительно, вопросов очень много. Но мы, конечно, все понимаем, что эта тема у нас, она остается в приоритете, да, и очень много еще неизученного по этой теме, да, и мы это все прекрасно понимаем. И в какой-то период времени мы пытались делать какие-то системы выявления поддержки, программы, да, помните, вот какой-то был такой период, когда мы делали программы поддержки, выявления и поддержки одаренных детей. Но вот, к сожалению, это пока ни к чему не привело на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что эти процессы именно сориентированные на то, что мы создаем все условия, да, для проявления индивидуальности и творческого проявления ребенка, это главная задача детского сада в этом направлении. Спасибо, коллеги, мы продолжаем. И следующая наша тема, она так созвучна, наверное, да, это ребенок с особыми образовательными потребностями, условия создания в работе детского сада. Угу. Декабря 2012 года будет наше образовательное пространство абсолютно новое понятие. Инклюзивное образование Вы разверните. и особо образовательные потребности. Что такое для меня инклюзивное образование? Это включенное образование, которое включает образовательную среду не только детей с особыми образовательными потребностями, но и педагогов, и родителей, и детей, которые вместе существуют с таким ребенком. Вот. И задача современного детского сада – это создать условия, при которых дети будут существовать как партнеры, развивать такие общечеловеческие ценности, как взаимоподдержка, взаимопомощь, толерантность, умение учиться друг у друга, быть поддержкой друг другу. Я дополню. Во-первых, дети с особыми образовательными потребностями, я бы хотела сказать, что это дети с нарушениями в развитии как психических, так и каких-то физиологических особенностей. Это могут быть дети с нарушениями развития зрения, слуха. Это дети ДЦП, ОВЗ, у которых это дети, указывающие на неполноценность в развитии, как психическом, так и физическом, может быть. Вы не характеризуете нозологию. Когда мы знаем нозологию, не надо характеризовать. Которые нужны обходные пути для получения тех знаний, которые обычным детям легко доступны. Когда мы принимаем таких детей, должна быть, конечно, заключение от ПМПК, должен быть запрос, потом проведена диагностика, когда мы принимаем таких детей в детский сад, сбор, обобщение информации об этом ребенке, обсуждение результатов. Возможно, в заключении должно быть написано, по каким программам нам, специалистам, работать с данным ребенком, какие разработать программы, согласовать деятельность, получается, специалистов. Каждый педагог или специалист на этого ребенка может разработать свой индивидуальный маршрут работы с этим ребенком, план, приемы, методы разработать. Сначала создается, есть у вас ребенок с заключением, что у него есть диагноз, то мы создаем сначала адаптированную образовательную программу. Адаптированную программу. Согласна. Да вы нам процесс-то не рассказываете, вы нам рассказываете, как вы считаете, что необходимо таким детям вообще в детском саду. Это условия. Какие? Вот условия, с вашей стороны, с педагогической стороны нам ведь важно знать, психолого-педагогические условия, вот это важно. А процесс-то ведь мы все знаем, но это должно быть... те, кто работают, да, в таких группах. Конечно, это сплоченное взаимодействие с родителями такого ребенка. Это обязательно, потому что таким родителям нужна поддержка в развитии такого ребенка. Взаимодействие со сверстниками должно быть у этого ребенка.
Самое первое, это хотелось отметить причину. Все специалисты, вот, например, в нашем районе, в саду, есть проблема, конечно же, подготовленности к таким детям. Надо обязательно пройти курсы по подготовке, чтобы с этими детьми работать углубленно и чтобы организовать эту коррекционную работу в саду совместно со всеми специалистами, считай, и руководителем, и воспитателями, и родителями совместно. Конечно же, хотелось еще отметить, что многие родители идут, конечно, навстречу, а некоторые и не выслушивают мнение воспитателей, педагогов. Тех мы, родителей, обязательно консультируем и отправляем в специальные центры, которые дают им помощь, и нам дают помощь в организации этой работы. Вот. Да, специалисты. Не Специалисты принимают. послушаем. Татьяна Владимировна. Да, я хочу дополнить тем, что проблема, какая у нас стоит, ну, вот вы перечислили, что необходимо, да, а какая проблема на самом деле существует, это, конечно, нехватка специалистов, особенно в отдаленных районах, да, потому что ребенок, каждый ребенок, каждому ребенку с особенностями образовательными нужны специалисты, нужны особые образовательные потребности, вот эти наличие специалистов, потому что неважно, да, какая потребность, его необходимо как-то вести, да, вот это, различаются специалисты, да, по нарушениям. И в зависимости от какое нарушение ребенка, какой нужен желательный специалист. Подождите, а как же тогда инклюзия, когда педагог принимает детей, как бы любых детей, и дети также осваивают наравне со всеми основную образовательную программу? Как раньше это существовали, да, специальные вот этих детей вот собирали в специальных учреждениях, да, и поэтому сейчас вводят вот инклюзивное образование, то есть эти дети... Коллеги, разрешите, я вас приостановлю? Я, простите, не могу это слушать, не про раньше специально, не поэтому вводят. Нет, давайте-ка это. Вернитесь, пожалуйста, к теме. Во-первых, вы попались на большую уловку. Все четверо. У вас как тема звучит? С особыми образовательными потребностями. С чего вы взяли, что это те, кто проходит через ПМПК? Да. С чего вы взяли, что это дети с ОВЗ? С чего вы взяли, что им нужна инклюзия? Вы попались на уловку. Здесь не написано для детей с ОВЗ, с особыми образовательными потребностями. Вот там группа, это тоже особая. Коллеги, каждый ребенок иногда нуждается, и иногда нам дает сигнал, что у него особые образовательные потребности. Вот давайте минуту вам на перестройку. И, коллеги, вы понимаете, вы ни слова не говорите о социализации. Попыталась вот Ирина Павловна немножко об этом сказать. У вас группа, у вас групповая работа. Вот буквально минуту вам на перерыв, и ну-ка перестройтесь. Прочитайте тему «Психолого-педагогические условия развития детей с особыми потребностями в современном детском саду». В современном. Вы сейчас, мне как руководитель отрасли, должны поставить планку. Все будет прекрасно, если будет первое, второе и третье. А не то, что там вот где-то отдаленные, где-то там... Ну-ка, коллеги, давайте, перестройтесь. Еще раз. Нет, вы сейчас уйдите от понятий. Не прикрывайтесь законами, стандартами. Вас Светлана Николаевна правильно поправила. Не надо нам рассказывать то, что все и так знают. Вот сейчас, вот смотрите, у нас современный мир, у нас современный ребенок, который меняется значительно быстрее, чем мы с вами. Мы сами не догоняем детей наших. Это объективно. Вчера у нас, кто там, коты смс-ки отправляли, или что у нас вчера на занятиях было? Коллеги, вот это тоже дети с особыми образовательными потребностями. Вот что нам надо сегодня в нашем детском саду создать, чтобы этим детям было комфортно, чтобы они, первое, социализировались, чтобы они получили образование соответствующего уровня и более легко, пройдя адаптационный период, перешли на следующий уровень. Вот скажите нам, что нам сделать для этого, пожалуйста. Знаешь, детский сад только там, где обучают, где воспитывают, а это перевод
жизненное пространство, в котором зона актуального развития, зона дальше надо перейти. А что сделать для этого? Ну вот как сделать комфортно? Индивидуальный подход, я считаю, Так. что обязательно должен быть взаимодействие с семьей. Должно быть взаимодействие. Вот консультационные центры. Так. Плотная работа с родителями. Если с родителями этого не только понятно воспитатель, как сделать основной диагноз, но и желание ребенка смотреть от его наблюдать за ребенком, наблюдать. И вот в ходе вот этих наблюдений педагог, возможно, будет вот разрабатывать какие-то свои взаимодействие с этим ребенком, может быть, брать его работать индивидуально. Среда девчонок полноценно проживет дошкольный возраст и перейдет успешно с полученным опытом, дойдет на следующую ступень образования в начальной школе, с которой он, конечно, да, сможет социализироваться уже в обществе. Так. Еще что-то? А то сейчас мы вопросы начнем задавать. Ну, у вас темы-то созвучные, в общем-то, были. Да, среда, Да, Скажите, поэтому- все начинается со среды, конечно. Конечно. Они относятся. Это, конечно, дискуссионная Педагогическое, психологическое условие. Условия, условия жизни. Есть понятие реабилитации, а у нас И условия нам всего лишь надо получается создать. больше абилитация. То есть Программа развивающая среда. не восстанавливать утраченные навыки, да, а дать научить новым навыкам. Те же, не знаю, делать шнурков для детей способных. Вы знаете, а вот мне кажется, что вся сложность вообще выстраивания таких подходов, наверное, она все-таки педагогическая или психолого-педагогическая, да, если вот как бы рассмотреть. Почему? Потому что педагог сегодня, вот и наши мероприятия с детьми, они это подтверждают, и мы об этом уже с вами беседовали, что наши педагоги сегодня, ну, как бы не понимают понятия поддержки в принципе, да. То есть педагогическая поддержка – это умение видеть каждого ребенка. И только тогда мы научимся, да, как-то выстраивать свою позицию по отношению к каждому ребенку, и тогда мы будем учитывать, кому нужна линия там, более весомой поддержки, кому достаточно только содержания, может быть, разнопланового, а кому-то, может быть, более высокие способы, да, которые необходимо рассмотреть. Только в этом случае мы научимся это делать. Поэтому мое глубокое убеждение, что все-таки педагогическая составляющая здесь имеет очень серьезное значение. И, конечно, роль педагога в этом неоценима. Потому что, ну, а кто, как не педагог, сегодня, извините, 12 часов находится с ребенком. И, безусловно, нам всегда очень важно, чтобы каждый ребенок был в центре внимания. Ведь и в ГОС нам сегодня говорит, да, что децентрация – это ребенок, то есть это самое важное, что нам необходимо, все наши усилия на это направлять. Поэтому с точки зрения, предположим, вот мы тоже обсуждали вчера, содержание, приемы, формы, методы, да, они только тогда будут необходимы нашим детям, когда они будут для них являться успешными, да, когда они их будут поддерживать. То есть вот такая вот составляющая, которой надо сегодня учиться всем педагогам нашего дошкольного образования. Ну, еще какие-то, может, вопросы, коллеги? Конечно, еще надо рассмотреть, чем он увлекается, что ему интересно, и вот от этого уже, мне кажется, вот исходить тоже. Ну, конечно, безусловно. Можно я как бы немножко вот добавлю в отношении того, как наши педагоги взаимодействуют сегодня с детьми. Я предполагаю, что большинство из вас, когда выходит на организованную образовательную деятельность с детьми, держит в голове именно организованную образовательную деятельность с ее содержанием. Да? Да. Это уже практика показала. Ну, я говорю просто про вашу обычную деятельность в ваших детских садах. Но вот если я сейчас скажу, поднимите руки, кто в этой образовательной деятельности уже видит конкретного ребенка с его, как бы говорится, ну, реакцией на ваши задания.
Хорошо, то есть вот ваш подход должен исходить из того, что мне будет демонстрировать тот или иной ребенок, и как я смогу в ходе этой деятельности вашей образовательной, да, направить ребенка, да, сфокусировать какое-то внимание его, да, если этого недостаточно. Я вижу, что многие из вас с этим уже как бы работают, это чувствуется. Да, но как бы в массе все равно остается вот наш стереотип. То, что хотим мы, а не то, что хочет ребенок здесь и сейчас. Вот, а вы должны чувствовать ребенка. И ваше планирование деятельности должно быть ежеминутным, даже если не ежесекундным, в отношении детей. Потому что все задачи, все нормы, все требования задает конкретный ребенок. Их много, я верю, да, в группе бывает. Но как-то с этим надо работать. Еще вот у вас особые образовательные потребности. К вам в середине года пришел ребенок. Он ходил обычный, и тут приходит в очках. Он уже входит в рамку образовательных потребностей особых? Да. Нужно работать еще с детьми. Входит, да? То есть и какая первое ваше действие, первая ваша реакция в отношении этого ребенка? Подождите, сразу с условий начнете? Нет, взаимодействие. С кем? С другими детьми. Конечно, с другими детьми, чтобы дети его приняли. Да. Они его видели таким без очков, да? Вы представляете ситуацию. И вот он приходит в очках. Да, ваши действия, конечно же, это снова, да, адаптировать ребенка к той среде детской, в которой он всегда был. Пришел. Для него-то она обычная осталась, а для других он уже стал другого формата немножко, да, визуально. А дети ведь оценивают визуальный формат. Спасибо. 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 Коллеги, кто-то еще может включиться в разговор? Хорошо. Еще, знаете, я вот пока тоже думала над этим вопросом и думаю все-таки, что когда мы научимся не делить детей на особые образовательные потребности или еще на какие-то потребности, да, мы как бы их понимаем, да, но в целом мы видим наших детей такими, какие они есть. Да? И поэтому, конечно, в отличие от каких-то других организаций процессов, в других типах учреждений, мы понимаем, что наш процесс, он ежеминутный, правильно говорят нам, да? То есть у нас нет деления на какие-то моменты, связанные с организованной там, или неорганизованной. То есть постоянно у нас идет линия, да, образовательного процесса на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. А это достаточно, ну, как бы длительный, да, процесс для того, чтобы мы могли все-таки попытаться хотя бы научиться видеть наших детей такими, какими они есть. И уже от этого, да, думать об этом, а как, да, сделать так, чтобы каждый ребенок в своей точке продвижения был успешным. Это не значит все успешные, это значит каждый успешный. Вот это очень сложная для нас задача. И когда мы работали в рамках линий до момента принятия нашего стандарта, вроде как все было понятно и легко вроде бы, да, и мы понимали, что и когда первый у нас эффект был, когда сказали, ну все, там организации, организованного обучения у нас как такового теперь уже нет, то есть мы ищем другие формы и подходы, да, к нашим детям, мы говорим, ой, как хорошо, да, вот не надо нам теперь заорганизовываться, но оказалось, это не так все просто на сегодняшний день, и мы сейчас разворачиваем нашу систему, наше дошкольное образование на то, чтобы вот именно научить сегодня и научиться педагогам видеть в каждом личность, да, и индивидуальность. Вот это очень сложная для нас задача для всех. Но это задача важная, да, и мы ее уже, по крайней мере, на сегодняшний день хотя бы понимаем, коллеги. Спасибо большое. Светлана Николаевна, могу я вступить, да, в диалог с коллегами? Скажите, пожалуйста, вот, уважаемые коллеги, среди вас находятся 3 узких специалиста: педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель и учитель-логопед, и единственный воспитатель. Поэтому с позиции, вот, наверное, воспитателя хочу поинтересоваться у Елены Михайловны. Как часто в течение дня вы просто общаетесь с детьми? Не обмениваетесь информацией, а именно общаетесь по их интересам, выслушиваете. Вот как часто это удается сделать простому воспитателю в течение дня? Всегда вечером слушаю каждого, считаю, общаюсь.
разными. Считай, если ребенок заинтересовался в игре, подхожу, играю вместе с ними. А вы тоже педагог, по-моему, да, по театрализации? Да. Ну тогда здесь вопрос снимается, этот вопрос к воспитателям должен быть. Я просто немножко поясню, потому что у нас одна из проблем современного дошкольного образования, что процесс наш очень заорганизованный. У нас одна деятельность сменяется другой, воспитатель ведет постоянно, там какие-то организованные формы. И когда пообщаться с детьми, когда предоставить ему право выбора, свободы, это вообще сегодня очень большой вопрос. Большое количество детей, оно не позволяет иногда индивидуально пообщаться с каждым ребенком, увидеть его. Больше 15 детей в группе, это означает, что человеку, маленькому ребенку элементарно не хватает тепла человеческого взаимодействия. Поэтому здесь как вот эти вопросы, связанные с поддержкой любого ребенка, они, конечно, очень важны. И я думаю, Светлана Николаевна, что дальше, наверное, будет планово вступать у нас следующая группа в этот разговор, потому что тема прошла туда. Да. Можно я все-таки... Не вопрос, коллеги, прошу вашей помощи. Все-таки эта группа подняла вопрос особых деток в части их ограничений в здоровье и назвали такой прекрасный документ, как заключение по МПК. У меня к вам вопрос. У кого есть опыт работы с заключениями по МПК? Поднимите руку, пожалуйста. Почему задаю вопрос? Вот у нас позавчера мы проводили двухдневный семинар-совещание с специалистами по МПК. И меня-то лично, вот когда я смотрю эти заключения, вот если бы мне, как учителю, дали бы это заключение, но я точно не знаю, что с ним делать. И мне, чтобы вот мы пытались выработать наиболее оптимальный вариант и формирование заключения, чтобы каждому воспитателю, каждому учителю было понятно, и дальше пошаговые действия, кто и как организовывать. Я хотела у вас спросить, что вам не хватает, сложно или нет работать с такими заключениями? Видимо, опыт пока в этой группе не сформировался. Сложный. Ну, потому что что они там пишут? Рекомендуем, да, наблюдение у такого-то специалиста, программа там номер такой-то, а дальше-то что? Что делать заведующему? Что делать педагогу? Детскому саду, Да, педагогу, специалистам. Возможно, в программе своей делать изменения, акты локальные. Но это колоссальная работа. И очень тяжело. Да, у нас после этого собирается Да. Просто, ну да. ну, я думаю, что мы где-нибудь именно в системе дошкольного образования отдельно нам надо обсудить этот вопрос, чтобы помочь друг другу именно взаимодействовать с такими детьми, кто уже прошел через ПМПК, кто имеет ряд предложений, как их реализовать. Потому что опыта нет. Потому что да, сейчас это пойдет, если родители массы знают все подробно. Нет, на самом деле у нас ПМПК принимает деток с 3 лет, есть и прецеденты пораньше принимают, но их все больше и больше таких детей. И понятно, что не везде есть садики или группы, компенсирующие направленности. Вы сами уже говорили, что есть отдаленные там детские сады, где 1-2 группы всего. И такого ребенка тоже могут привести, вернее, должны приводить к нам, а дальше вопрос, что делать. Вот это на самом деле очень Просто сложно. помощь, да, нужна колоссальная, тем более, Да. если это ребенок с ограниченными возможностями, Да, то да. здесь помощь нужна очень большая. А таких детей все больше и больше. Почти каждой группе есть такие. Да. А здесь вот то, о чем вы стали говорить, это уже инклюзия в чистом виде, когда такой ребенок у нас в среде других сверстников. Спасибо, коллеги. Спасибо. Да, вопрос очень действительно серьезный, Наталья Владимировна, вы подняли. Я думаю, что имеет смысл и в нашей среде тоже это как-то обсудить, на будущее, да, может быть, где-то встречаться на наших площадках, и у нас сейчас будет конференция, да, по инклюзивному образованию, поэтому следите за новостями, да, 13 мая, и, в принципе, всегда, если это необходимо, вы можете включиться в работу площадок, это очень важно. Хорошо, коллеги, и мы, наверное, переходим к теме, связанной, такая наша тема, задача, наверное, да, которую нам и документы ставят, и образовательная программа. Это и вообще линия процесса социализации, она очень интересная сегодня, да, и как мы ее понимаем, как мы ее развиваем. Поэтому, пожалуйста, вам слово.
Тема нашей подгруппы «Социализация ребенка в условиях современного детского сада и семейного воспитания». Вообще понятие социализации – это очень длительный процесс, на протяжении которого человек получает какие-то новые знания, опыт. И сегодня проблема социализации дошкольника ребенка, наверное, стоит особо остро. И причиной по большей степени и мере, наверное, является то отсутствие общения современных детей со старшими поколениями, что было раньше более доступно и передавался опыт от более старшего поколения, дети узнавали. Также отсутствие общения разновозрастного, как это было во дворах раньше. У детей современных нет сейчас такой потребности в общении между собой в силу новых технологий, общения через гаджеты, поэтому это и является, наверное, проблемой такой постоянной. Часто сейчас в семьях количество детей ограничивается одним, иногда двумя детьми, и нет постоянного общения и какой-то передачи опыта. Часто даже в семьях, где двое детей, это большая разница в возрасте, и на старшего ребенка возлагаются уже не те функции, наверное, как старшего брата или сестры наставника, который бы мог передать какие-то опыт, общение, а он становится непосредственно заменителем родителя, то есть он его нянчит, там водит везде, и это большая проблема. Также отсутствие разновозрастного общения, о котором я сказала, все равно старший сверстник учит чему-то новому, младшие от них перенимают какой-то опыт, и в первую очередь, наверное, важная роль педагога – это быть равноправным партнером в общении и в каком-то обучении с ребенком, потому что большую часть времени дети находятся с педагогом, педагог должен поддерживать инициативу, учить чему-то новому, при этом быть на одном уровне, становиться таким же ребенком, но при этом давать какие-то новые знания, получать поддержку от педагога, какой-то новый опыт. Также большую роль играет в социализации ребенка, наверное, и очень важно, это организация предметно-пространственной среды. Не зря она прописывается доступной, полифункциональной, она должна обновляться все время, и в силу обновления и новых каких-то материалов ребенок познает мир, узнает что-то новое, и ему легче это воспринимать окружающую среду. Также я считаю, что в детских садах должны быть организованы отдельные какие-то пространства, в которых могли бы встречаться дети разных возрастов. Как было у нас, например, на опыте того, что старшие дошкольники приходили к младшим до пандемии и всех наших вот этих сейчас обстоятельств, показывали те же театрализации, и ребенок перенимал опыт, потом повторял и учился чему-то новому. На развлечениях, на каких-то мастерских, то есть должна быть свобода передвижения, какие-то отдельные пространства для этого. Участие в праздниках, допустим, те же выпускные, когда на выпускной приходят малыши, поздравляют, провожают, и это очень много дает для наших воспитанников. Также, наверное, очень большой проблемой является то, что в современном мире очень большой доступ к нашим электронным всем гаджетам и всему. У ребенка пропадает желание общения друг с другом, они переносят свои образы в этих новых героев, они уже не перенимают опыт какой-то жизненный, а перенимают опыт героя, который там агрессивный и не находят полноценного общения. Также не хватает в силу того, что родители сейчас ограничивают передвижение в магазины, почты, все эти инстанции. Ребенок, когда находится в сопровождении взрослого, даже идя на почту, в магазин или банк, он там
узнает очень много нового и перенимает опыт. А сейчас большинство услуг мы все делаем через интернет, ребенок этого не понимает, и в дальнейшем у него создаются трудности с общением в окружении. Так было, например, у моей дочери, когда все равно стараешься вроде бы ограничить от гаджета, но когда столкнулись с ситуацией, там, телефон у нее сел, элементарно она не смогла подойти и обратиться к взрослому и сказать, вот можно я, подскажите, можете мне дать, позвонить, и у них создаются сложности из-за того, что они привыкли к тому, что можно, ага, я написал, там отчитался, все, и также взрослые. А они перенимают опыт у взрослого, что можно в интернете заказать продукты, лекарства, они не знают, как общаться в среде, в обществе. Екатерина Викторовна, вы как-то вот очень далеко в социализацию ушли, да, во внешнюю. У нас тема-то все-таки про детский сад, да? Поэтому давайте мы слово коллегам еще предоставим вашим. Хорошо, извините, да, пожалуйста. Процесс социализации начинается с появления человека на свет и продолжается вплоть до конца его жизни. Приход в детский сад коренным образом меняет положение ребенка. Всю его жизнь, поступки, отношения со сверстниками и со взрослыми рассматривается теперь через призму норм, морали и обязанностей. У ребенка в процессе социализации складывается определенная модель мира, система социальных представлений и обобщенных образов, например, образ родины, образ хорошей семьи и образ счастливой жизни. Социальная адаптация – это вхождение ребенка в коллектив сверстников, принятие мер, правил поведения, существующих в обществе, приспособление к условиям пребывания, в процессе которого формируется самосознание и ролевое поведение, способность к самоконтролю, самообслуживанию, адекватных связей с окружающим. В последнее время проблема социального развития ребенка особо актуальна, так как одной из целевых установок федерального стандарта дошкольного образования является создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающие возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностно-морально-нравственного и познавательного развития. Татьяна Анатольевна, вы нам лекцию-то не читаете, не надо. Вы нам просто скажите своими словами, как вы видите социализацию и как вот какие-то вот вопросы, которые вот вас волнуют, да, именно в рамках социализации вообще в целом. Своими словами скажите, не надо текста, да? Я так просто, потому что диалог ведь у нас все-таки, да? Основные структуры личности закладываются у ребенка в первые годы жизни. То есть, значит, на семью возлагается очень большая ответственность особая ответственность за воспитание этих личностных качеств у подрастающего поколения. Дошкольное образование реализует положение о том, что в каждом дошкольном учреждении необходимо создавать условия для полноценного развития детей, то есть предоставлять ребенку возможность проявлять социальную мотивацию, способность самостоятельно выбирать стиль поведения и совершенствовать отношения к окружающим. Основная форма социализации маленького человека – это коллективная деятельность. В детском саду ребенок получает возможность развиваться в процессе именно такой деятельности. За редким случаем роль семьи... Татьяна Анатольевна, можно я вам сразу спрошу? А вот основная эта форма социализации в дошкольном возрасте какая? Коллективная деятельность. Коллеги, какая? Семейная, семья. Какая форма организации? Общение, игра. Конечно, общение и игра. Давайте вот об общении и игре. Да, это главный вид. Получше, поближе. Да, коллеги, пожалуйста. Ну, а я бы, наверное, хотела немножко в семью углубиться, в плане того, что как бы, благополучная социализация ребенка, она же идет из благополучной атмосферы, из семьи. То есть, например, был у меня такой мальчик, он был, если можно так сказать, социопат, то есть человек, который, ну, это уже была подготовительная группа, этот ребенок, он как бы в начале года все было с ним хорошо, потом как вот он поменялся, его отношения, он начал детям причинять боль. Ну, не при всех, он начинал там в туалете что-то причинять боль. И мы как бы долго-долго искали причину, хотя папа с мамой, ну, как бы все говорили, что все хорошо, все в семье благополучно, все замечательно.
Потом уже по истечению к концу года мы только узнали, что у мамы с папой в семье начался разлад. Они в итоге потом развелись. И как бы я к тому, что ребенок-то адаптировался в садике, но он стал, как бы социализация у него пошла очень как-то агрессивно. Он не мог найти общий язык уже потом с детьми. Вот говорю, что начинал их обижать как-то, вот у него прямо это было очень агрессивно. Ну вот я и к тому, что чтобы социализация прошла благополучно, должна быть благополучная атмосфера и в семье. Я так предполагаю, что... А если ее нет? Ну вот нет благополучной вот видите, атмосферы в семье, что делать тогда? Какая роль надо тогда работать детского сада? Значит, надо выяснять причины, да, работать с этим ребенком, почему, что с ним происходит, какие-то искать причины, что у него не так. Мы для Нашли причину, а дальше-то что? Семью вы не склеите, маме там, вернее, папу не вернете, ну, с ребенком как-то, хочется обратной связи от родителей, да, если у вас что-то там, например, в семье уже не заладилось, хотя бы чуть-чуть, не надо нас там углублять хотя бы чуть-чуть предупреждать воспитателей, что вот у нас немножко напряженная атмосфера, чтобы мы видели, потому что мы не знали, откуда у него вот этого мальчика причина, то, что он начинал детей там колоть иголками, он приносил с собой иголки, он начинал там их бить, вот в туалете он начинал их там бить в умывальной комнате, да, стульями. И, мы должны, не то, что мы должны, родители, я хочу, чтобы донести, чтобы родители немножко хотя бы поверхностно с нами, причину. Вы сейчас говорите о взаимодействии с родителями постоянно, но никто не мешает вам наладить это взаимодействие. Да, родители разные, и их социализация к садику тоже разная, но вместе с тем ведь это все зависит. Никто за вас это не сделает, никто и никогда. Другое дело, что первый раз может быть неуспешный, значит, вы не тот прием применили по отношению к родителям. Значит, надо попробовать с другой стороны. Но надо быть готовым и к тому, что по факту родители закроются, и вы так ничего и не узнаете. А вам с этим ребенком работать. И вам, знаете вы истинную причину, не знаете, вам все равно корректировать это все. То есть, чтобы вы понимали, все в наших руках. Наверное, да. Может, Елена Ивановна нам, что-нибудь еще скажет о социализации? А я бы хотела, как от педагога, как я педагог, я должна образовать, создать развивающую среду в группе, чтобы она была доступна детям, по инициативам детей исходить нужно обязательно, эмоциональное благополучие детей, принять, доброжелательное отношение должно быть к детям. Обязательно у нас есть, например, утро радостных встреч. Мы всегда интересно придумываем такие моменты, чтобы ребенку захотелось идти в детский сад с удовольствием. Это и какие-то утренние круги, общение с детьми. То есть создаем условия для того, чтобы ребенку было комфортно в детском саду. Также какие-то социальные навыки. Это мы и в музеи ходим, и общаемся с другими детками, в другие группы посещаем. Например, с концертами ходим. Приглашаем людей разных профессий, для того, чтобы у ребенка был опыт общения с разными людьми, и со взрослыми, и с детьми. Также и ходим сами на экскурсии, например, пожарную охрану, очень любят детки ходить, или ДПС приглашаем, они приезжают с машинами, детям так это интересно, нравится общаться, все потрогать, это же тоже идет социализация, ребенок учится общаться, строить отношения с другими детьми, с другими людьми, очень важный момент общения. Коллеги, вот очень часто родители нам говорят, что вообще задача детского сада – это вообще подготовка к школе детей, да? Это не секрет, и мы это все знаем, и родители об этом заявляют нам постоянно. А с точки зрения социализации, как бы вы рассмотрели этот вопрос, да, что действительно наши родители, что они понимают под понятием подготовки к школе, что вы понимаете под этим, да? И как раз-то в плоскости социализации ведь лежит. Давайте немножко расскажите, прокомментируйте немножко об этом.
родителям очень, конечно, хочется, чтобы у детей были знания, чтобы он был подготовлен к школе и умел и читать, и считать, и писать. И на скрипке играть, и английский знал. Да, они хотят все. А я как педагог, я должна сначала подготовить его как морально, психически к этому подвести, к школе, чтобы он осознал это, что ему скоро идти в школу, как бы, чтобы он принял это, принял. Научить его общаться. Ну, как бы мы должны создать подушку, да, комфортные условия, чтобы он умел ориентироваться и умел потом отстоять себя, себя отстоять. Ну, как бы... Знал какие-то правила поведения, нормы, морали, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Да, и личность. Мы же воспитываем личность. Елена Ивановна, можно я с вами сразу в диалог? Да? Можно? Разрешите, я думаю, что вот прям созвучно. Вы, скорее всего, знаете ведь наш стандарт дошкольного образования? Да? Ну, думаю, что знаете. Вот как-то соотнесите, пожалуйста, ваше мнение, впечатление к планируемым результатам освоения образовательной программы. Свое мнение мне хочется услышать от вас. Немножко не поняла. Поняли? Но у нас есть стандарт дошкольного образования с 2014 года, да? Там есть очень хороший раздел, который так называется «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на этапе выхода ребенка в школу». Ну, могу вам немножко подсказать, эти результаты – это целевые ориентиры, которые представляют собой возможные достижения ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Вот мне бы хотелось узнать вашу позицию, ваше отношение, потому что там ничего не сказано ни о знаниях, ни об умениях, да? А там идет как раз разговор вот о чем, ну, подскажу опять же, о личностных качествах, о каких-то возможностях там, и так далее. Вот хочется узнать вашу позицию, потому что сейчас проблема ведь нашего дошкольного образования в чем? В том, что у нас еще 80% детских садов работают по-старому, до введения федерального государственного образовательного стандарта. То есть знаниевая парадигма, солирующая педагогика. Это характерно. Вот я хочу как бы ваше мнение услышать. Вот вы очень хорошо сказали, что вы должны психологически, потому что Радуга, она на это нацеливает. А вот как бы то, что прописано, у нас получается ножницы. У нас стандарт говорит об одних результатах, а родители требуют другие. Мы сами в рамках других. Да. И так далее. Да, все правильно. Я тоже соглашусь с коллегой. Инициативен. Нет, я не перечисление, не надо, ваше отношение к этому. Это как бы вам созвучно, или вам кажется, это не надо, зря это как бы, может быть, остаться на старых позициях. 7 лет стандарт идет, изменений только 20%. Но Нет, это, конечно, мне кажется, очень нужно, медленные темпы. Да, нужно обязательно к новому. Дети же современные, они постоянно меняются. Нужно, конечно, идти. Спасибо, нужно. Может быть, уважаемые коллеги, хочется мне все же о социализации заговорить. Вот главный инструмент ребенка это что? Игра и игрушка. Да? Может быть, в это русло мы повернем наш разговор. Да? Как у нас социализация происходит у ребенка через игрушки? Ведь арсенал игрушек огромный. Как вы подбираете эти игрушки? Как вы относитесь к игрушкам фэнтези, которые не любим мы взрослые, но обожают дети? Может быть, вот сюда повернем вопрос наш. Игрушки. Интерактивные игрушки, что они дают? Они делают все за ребенка. Ребенок только удивляется, смотрит и хлопает в ладоши. Вот, для меня хочется вернуться к тем игрушкам, из которых можно что-то создавать, что-то делать, что-то творить, и ребенок фантазирует и придумывает идеи для новых игр. А не как сейчас. Но конструктор-то никто не отменял. Ну, конструктор тоже есть. Вносить в среду те условия и предметы, из которых они могут сами создавать те же игрушки для игры, чтобы развивалось воображение, фантазия, чтобы это их окружало, потому что в силу вот этих новых современных игрушек, они даже сейчас в силу технологий и презентаций, которыми мы ограничены и в пандемию, они это видят все на экране, они не могут ни пощупать, ни понюхать, ни ощутить, и это очень важно для эмоционального благополучия ребенка.
Потому что на основе вот этих всех тактильных ощущений, которые они воспринимают и делают игрушку, они могут предложить и помочь сверстнику и научить его что-то сделать, контактировать между собой. И это дает возможность дальше вступить в новый мир, когда они друг у друга чему-то учатся, и отношение к каждому ребенку становится уважительным, они не отбирают друг у друга, то есть они начинают учиться уважать, давать возможность высказаться сверстнику, и благодаря только вот этому содействию между собой. Но с другой стороны, если, так скажем, педагог современный не будет разбираться в современных игрушках, как он будет реагировать на то, что... Я понимаю, что они сейчас действительно там и эти монстры хай, и все что угодно, они бывают и не эстетически выглядят, но это жизнь ребенка, это современный мир, и педагог должен правильно, развиваться. Поэтому мы и вступаем с ними на равных партнеров. Потому что если ребенок приходит и начинает ему рассказывать, даже вот вчера Ольга Валентиновна, да, показывала на занятии современных вот этих игрушек, дети в них разбираются, и педагог тоже должен знать этих героев. Педагог должен социализироваться. Да, в современный мир приходится подстраиваться. Вот поэтому она и есть среда такая наполненная, и мы становимся партнерами. На какой-то момент мы даем им возможность получить то, что они хотят. Если они хотят сейчас поиграть в тех же монстров хай, ты на мгновение превращаешься в этого же героя, но тем не менее ты все время поддерживаешь инициативу. На этом-то и есть в этом вся проблема и важность педагога, который будет в любом случае поддерживать. Также и в наблюдении выявляются потребности ребенка, когда мы за ним наблюдаем, когда мы видим, к чему он стремится. Только от этого тогда мы сможем уже строить нашу дальнейшую работу, видя его потребности, видя его желания. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, сколько времени у вас дети играют в детском саду в самостоятельную свободную игру, игровую деятельность? У нас не ограничено время, то есть как бы у нас мы работаем по программе. Я вот еще могу поверить, что вот в Печоре, да, этому может быть уделено время, Усинск, да, потому что я вижу, что у вас перестроено, да, у вас как бы процесс немножко в другом направлении с организацией среды, и, соответственно, ребенок предоставлен сам себе, и в отношении этого он строит свою свободную самостоятельную деятельность. Игрушка ребенку интересна в какой возрастной период? Вот как объект для игры? В раннем возрасте. Ну, есть этапы развития, да, сюжетно-ролевой игры. То есть она ему интересна в 4-5 лет. Потом игрушка уходит на задний план. А что остается у ребенка? Игра. Не игра, роль. Роль, которая позволяет ему общаться, да. То есть передавать функции социального характера, да, которые он воплотил на себя, да, в той или иной игровой ситуации. И таким образом у него происходит процесс вот этой социализации. Недаром ведь игра ведущий вид деятельности, который подводит к какому виду деятельности? Учебной деятельности, как этап подготовки к школе. Да? И, соответственно, здесь мы должны видеть и понимать, да, насколько ребенок свободен в самостоятельной игровой деятельности, сколько времени в организованной деятельности пребывания ребенка в детском саду он посвящен вот этой свободе игры. Без нашего руководства, без наших кубиков, определяющих мотивы, да, для игры или выбор сюжета игры, а именно самостоятельная свободная деятельность детей. И тогда мы будем понимать, насколько ребенок может социализироваться, да, принимая на себя те или иные социальные роли. Ну и наша деятельность в отношении, как сказала Татьяна Валерьяновна, да, общение с ребенком должна быть тоже, ну, как бы, как сказать, не только в утренний отрезок времени и в период, да, ухода ребенка, но и в течение всего дня, да, мы должны интересоваться тем, что происходит с ребенком в это время. Уважаемые коллеги, еще, ну, как бы в поддержку Елены Леонидовны, да, потому что, понимаете, она у нас классик такой игры, это мы уже все знаем, да, ну, правда, человек, который действительно поддерживает детскую игру. Тогда скажите, пожалуйста, почему в 9 часов утра в 99% наших детских садов не игра продолжается после завтрака, да, Екатерина Викторовна, а начинаются занятия. И у ребенка нет альтернативы выбора, нету. Ему просто говорят, почему тогда? То есть мы говорим, что игра — это ведущий вид деятельности, в которой ребенок развивается, да? И это его деятельность. И в то же время мы сами себе противоречим. Почему так?
Потому что от педагога зависит. Да. Мы, Татьяна Валерьяновна, мы плавно переходим на формы организации, насколько я правильно понимаю, да? Поэтому, коллеги, уважаемые, я думаю, что в ответ, наверное, на этот вопрос, да, мы развернем диалог все-таки о формах организации, самый сложный, наверное, для нас вопрос. Но вопрос социализации, я думаю, что, коллеги, это такой вопрос, который, конечно, мы должны очень хорошо прорабатывать для себя, понимать вообще, да, в чем роль социализирующая вообще детского сада, педагога, да, и так далее. Потому что понятно, что наша основная задача все-таки это формировать вот те личностные качества, да, в течение, да, развития ребенка 7-го года жизни, для того, чтобы он все-таки мог успешно перейти на следующую ступень обучения. Это очень серьезная и важная задача для нас, для всех. Коллеги, пожалуйста, по формам организации образовательной деятельности, пожалуйста. Ну, на современном этапе образовательная деятельность у нас имеет, так скажем, непрерывный характер. То есть в течение всего дня у нас идет образовательная деятельность. И моя точка зрения, что нужно уходить именно вот от стандартов, от традиционных форм занятий, так как дети современные, они более развиты. Многие из них знают больше даже на тот момент, когда мы уже хотим им предоставить какую-то информацию. И получается, что педагог для себя, вот самая большая проблема в том, что педагог для себя должен решить, как перейти к этим новым формам образовательного процесса, современным. Потому что современная дошкольная педагогика должна быть нацелена именно на ребенка, на потребности ребенка, на его запросы на данный момент. Потому что, например, я начинаю ему рассказывать про то, как растут апельсины, а мало кому интересно нашим детям в Усинске, как растут апельсины. Будут такие дети, и будут такие моменты, когда он захочет это узнать, но эту информацию я предоставлю ему тогда, когда он сам от меня ее запросит. Как выявить интересы ребенка? Вот именно на выявление интересов и нацелены современные методики, современные формы образовательного процесса. Это тот же утренний сбор, когда ребенок может поделиться своим какой-то своей находкой, каким-то своим интересом, что-то его заинтересовало. И в процессе вот этого общения педагог не только выявляет потребности каждого конкретного ребенка, но и также помогает им и социализироваться. Также очень много современных форм, которые направлены также на развитие индивидуальности каждого ребенка. Это и мастерские, где помогают ребенку творить с теми материалами, с которыми он сам захочет, и то, что он хочет. Но самое главное, это, конечно же, создание предметно-развивающей среды, потому что без нее невозможен образовательный процесс. Творческие центры активности должны быть наполнены таким образом, чтобы каждый ребенок, в зависимости от его индивидуальных потребностей и запросов, мог найти в любом центре себе занятие по душе, по тому исследовательскому интересу, который у него возникает. Также немаловажно уделять внимание не только в группе, но и на прогулках, но и на музыкальных и спортивных занятиях. Здесь также одной основной проблемой является эта сплоченность всего коллектива детского сада, так как именно только когда человек работает в команде и у него есть поддержка, тогда уже можно говорить о том, что мы движемся именно в направлении современных детей, в направлении современной педагогики. Но и, конечно же, не обходится у нас без наших добрых и любимых родителей, которые как поддерживают нас, также и против, потому что был очень яркий пример, когда подготовительная группа перешла на такую, так скажем, на современные формы образовательного процесса, и у родителей сразу возник вопрос: а почему вы не сидите за столами? А почему вы не пишете? А как мы пойдем в школу? И вот здесь очень долго приходилось беседовать индивидуально, привлекать узких специалистов, также психолога обязательно, потому что многие родители не понимали. Но когда в конце года они видели результат своих детей, именно в проявлениях, дети стали более уверенные, дети стали более раскрытые,
то здесь уже у них вопросы у многих отпадали. Конечно, остаются те родители, которые все равно устроены так, что вот ребенок выходит из детского сада, он должен писать, он должен читать, он должен сидеть 30 минут. И руку поднимать. И руку поднимать. Но в данном случае, когда вот такое происходило, мы просто приводили примеры. Попробуйте сами дома сесть за стол на 30 минут. И высидите вы или нет. То есть вот как бы вот из собственной практики вот такие примеры. Мое мнение такое, что от того, что если ты название изменишь мероприятия, от этого ничего не изменится. Надо менять взаимодействие между взрослым и ребенком, между педагогом и ребенком. Это должно происходить под лозунгом «Мы вместе сделаем». Способы взаимодействия – это понятие, принятие, поддержка. Меняем тактику, сотрудничество, совет, побуждение к действию. Роль педагога меняется. Педагог-партнер. Позиция по отношению к ребенку меняется. Равноправные отношения всех субъектов образовательного процесса. Коллеги, на конкретных формах. Например, коллекционирование интересное, такая форма. Презентации, творческие, исследовательские проектирование, упражнения по освоению культурных и гигиенических навыков, анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации, игры с правилами, творческие сюжетно-ролевые игры. Это опыты, эксперименты, моделирование, игры драматизации, вернисажи детского творчества. Сейчас еще хорошо взаимодействовать с родителями на современном этапе вот, по проектной деятельности. Это получается совместная деятельность родителей и детского сада. Да? Очень хорошо сейчас это практикуется. Тоже считается уже современной, более современной формой образовательного процесса. Точно? Да, правильно. Вообще сейчас везде мы уже должны смотреть на инициативу детей, что мы с ними должны быть партнерами. Нас теперь ведет ребенок, да, как вот вчера у меня получилось, что меня вели дети. Сейчас ведет везде ребенок в любой игре. Мы как бы, если и хотим что-то помочь, может вложить какую-то не задачу, как мы должны это сделать незаметно. Ну вот сейчас. Не как мы раньше там, а вот давай тебе помогу, и ты сделаешь, а незаметно, чтобы дети не поняли, что как бы мы им помогли. Ну, если уж хочется помочь, бывает же, затрудняются, да, дети как-то вот вырулить из ситуации какой-то или из игры. Мы им должны помочь, но незаметно, чтобы была инициатива как бы полностью их. Конечно, должно быть, да. На этом и строится вот сейчас проектная деятельность. Ребенок подошел к тебе и спросил, к вам, точнее, извините, а почему на улице появляются лужи? Вот, это его инициатива, его вопрос. Мы можем развернуть такую деятельность проектную и с родителей, и родителей подключить, и еще каких-то, может, узких, да, специалистов, может, сходить на какую-то экскурсию, ну, например, там. Также хороша вот именно в таком случае, когда ребенок задает вопрос, или начинает чем-то интересоваться, технология трех вопросов. Когда мы выясняем, что мы знаем уже об этом, что мы хотим узнать и где мы это можем уточнить. То есть здесь уже дети сами, можно сказать, что мы подводим их к тому, что они начинают планировать собственную деятельность самостоятельно, вызываем у них интерес к этому. Также и, например, в проведении праздников, да, вот Катерина Викторовна сказала, что мы должны везде дети участвуют. Также в таких же простых, как раньше было утренник, мы за них все написали, решили за них, сделали сценарий и все. Вот мы хотим, чтобы вы танцевали польку или на выпускном вальсе, и все. А сейчас мы должны опираться на детей, слушать их мнение и тоже поддерживать их инициативу в празднике. Может, они предложат что-то другое. Может, также придем к муз-руководителю, и они предложат, а давайте за место танца сделаем сказку. Мы должны как бы их слушать и уважать их мнение. Вот, я считаю так. Так должно быть. Ну, коллеги, вот эта тема, как бы, она ведь нас всех волнует, правда? Да?
То есть, и вот хотелось бы вот какие-то ваши предложения, а все-таки какие формы-то? Ну, у нас же вопрос-то ведь о формах, да? Вот какие вот вы, как педагоги, вот видите, да, может быть, вы увидели что-то в наших конкурсных мероприятиях, да, то есть хотелось бы вот такие какие-то не то чтобы эффективные, да, а те формы, которые уже для нас понятны вообще. Вот Екатерина Викторовна там сказала о мастерских, да, мы их видели, мы их принимаем как современную форму, мы понимаем, что там еще много чего как бы сложного и ничего непонятного, да, но тем не менее как форма она уже существует, и дошкольное образование, педагоги ее принимают, да, эту форму. А еще какие вот вы бы рекомендовали? Ну, проектная деятельность, как на курсах говорили, ленивый только не пишет проекты. Исследовательская деятельность обязательно. Ну вот практическая деятельность в виде вот таких мастерских, экскурсии, наблюдения в природе, но и образовательная деятельность. Ну, может быть, в смысле нот, как форма. Как форма. Сказала, от нода нужно отходить. Ну, мое мнение. Коллеги, нужно отходить, но еще... Ну, мы уже вступаем в диалог, поэтому, коллеги, пожалуйста, присоединяйтесь. Уважаемые коллеги, Екатерина Викторовна, хочу вас поддержать, потому что здесь все-таки у нас представители инновационных площадок есть, да, вы уже поняли, это информация открытая. Екатерина Викторовна, вторая Екатерина Викторовна, Анна Николаевна. И здесь, может быть, в добавлении к Светлане Николаевне хочу сказать, что сейчас, конечно, речь уже идет не о формах даже современных, а сейчас идет речь о новых форматах жизнедеятельности детей в детском саду. Новый формат взаимодействия с детьми, основанный, Екатерина Викторовна, помогаете на чем? Сделаем вместе. На умении слышать голос ребенка. И Ольга Валентиновна, хорошо, вы, ну, как бы я поняла, что вы разбираетесь в этом вопросе, немножко хотя бы подошли, о новых форматах проведения праздников в детском саду, о новых форматах взаимодействия с родителями, Анна Николаевна пыталась сказать. Поэтому вот это форматы, они уже формами не определяются на сегодняшний день. Это невозможно, потому что процесс, он непрерывный, он постоянный, и если деятельность в детских центрах развивается, то она, ну, ее не остановить. Это невозможно. В связи с этим у меня вопрос, Екатерина Викторовна, к вам, да? Поскольку вы на такой благодатной теме, я считаю, вам очень повезло, как представителю инновационной площадки. Скажите, пожалуйста, какие были сложности, ну, у вас или у ваших коллег в переходе, сейчас, секундочку, в переходе именно на тот формат взаимодействия, когда нужно учитывать детскую интересу, детские потребности, да? Когда слышать ребенка. Вот какие сложности были? Самые большие сложности – это переломить себя. То есть педагогу проще работать по уже готовой методике, по готовому конспекту, по шаблону, потому что это уже проверено, ему есть на что опереться. А когда ты отталкиваешься именно от интересов детей, когда ты умеешь их слышать, то педагог настолько должен быть мобилен, он должен наполнить среду настолько, чтобы вот тот именно материал, который нужен ребенку на данный момент, он должен быть. И особенно педагоги старой школы, они до сих пор не принимают это. Им очень тяжело переломить себя. Авторитарный стиль, он еще остается. И им проще вести ребенка за собой, чем быть с ним на равных. А что делать тогда? Дети-то ведь не виноваты, да? Да, дети не виноваты. Нужно, во-первых, каждому педагогу нужно пропустить через себя ту или иную форму организации. Он должен это попробовать и понять, сможет он это или нет. Должны больше быть семинаров, должно быть больше общения и обмена опытом, чтобы люди видели, потому что у нас педагоги в основном как говорят: дайте нам методику, вот дайте нам методику, и мы будем по ней работать. А она экспериментальная, мы идем методом проб и ошибок. Мы сами учимся еще в процессе у детей. Я бы даже не сказала, что... Хорошо. И я, наверное, здесь поддержу Наталью Владимировну. Можно мы к вам обратимся, да? Как вот представители инновационных площадок, потому что процессы идут очень разные сейчас в наших детских садах, не всеми понимаемые. Просто как-то можно вот сделать так, чтобы наши детские сады, инновационные площадки, они работали, чтобы их оставили в покое. Я бы так сказала. Простите, то есть, чтобы они работали спокойно. Как будто я их замучила, бедных и несчастных. Нет. Я к тому, что есть такая проблема, которая связана именно с муниципальными органами управления образования. То есть, когда, к сожалению,
методическая служба, она, может быть, не настолько информирована об инновационной деятельности. Мы понимаем, что это где-то наша вина, да? Татьяна Что мы не Валерьяновна, это рассказываем. исключительная компетенция Института развития образования. Если вам необходимо мое участие на каком-то таком совещании, я всегда приду, вы это знаете. Потом о таких проблемах меня никто ранее не информировал. Я думаю, что это сейчас не предмет разговора именно на этом конкурсном мероприятии. Мы с вами останемся и с участием ректора это все обсудим. Хорошо, спасибо. Поэтому Екатерина Викторовна, кто там, коллеги, Валентина Алексеевна, да, Ольга Валентиновна и я, Александровна. Здесь еще ведь вопрос с чем связан? С новыми форматами и с кадрами, с молодыми кадрами. Что-то скажете об этом? Да. Кадры. Детский сад пенсионного возраста. Наш. Что делать? Если даже за раз мы уйдем, за раз некому будет работать даже традиционно. Не всегда молодым проще понять и принять. И Иногда не даже- факт, что молодые это примут. Не факт. Я, например, после этого конкурса кардинально хочу измениться. Кардинально. Готова вам помочь. Я, например, считаю, как молодой специалист, тем более еще пока что в статусе студента, я считаю, что в детском саду должны быть и молодые специалисты, и специалисты более старшего, и более с большим опытом работы, в плане того, что ведь молодому специалисту тоже нужен наставник. Хоть я не говорю, чтобы вот прям... Ну как это? Ну, мы Хороший такие вопрос, пришли, все, Валентина открылся Алексеевна, садик, правильно. и все пришли, вот только студент, ну, молодой специалист. И будет, например, методист, молодой специалист, и все, и мы потеряемся. И не будет у нас такой же своей социализации, да, вот как мы говорили про детей, тоже должен быть какой-то опыт. Но я считаю, что так как мы идем сейчас в ногу с современным миром, педагогам, которые уже с более, как сказать, большим стажем, им тоже надо, да, проходить, скорее всего, какое-то, ну, обучение, курсы вот эти переподготовки и... Так вот, если честно, положа руку на сердце, вы готовы меняться в этом направлении? Или, может быть, для кого-то эта неделя конкурса сказала, что я меняться не хочу? Или наоборот, у меня теперь жажда к открытиям, к новому? Может быть, кто-то из вас решил, что в связи с новыми тенденциями я не на месте? Я считаю, что нужно меняться. Меняться всегда нужно, да. Потому что Да. не нужен для этого никакой наставник. Наши наставники — это дети. То есть мы должны прислушиваться к детям и, конечно же, быть мобилизованными, чтобы уметь варьировать себя. Надо меняться. Ну, тяжело. Даже молодому специалисту, как я сейчас, да, вот, сильно себя тяжело, все равно немножко... Скажите, пожалуйста, а легко быть одному? Вот, двигать такие все преобразования. Должна быть команда. Поддержка и команда. Поддержка от руководства детского сада, потому что если ты будешь один, это не будет, не создашь ни образовательную среду, потому что тут тоже нужны преобразования и согласование с вышестоящим, так скажем, с той же заведующей детского сада. Я же не могу просто, если она не поддерживает, например, мою позицию, я сделала перестановку с учетом интереса детей, а она придет просто и скажет, возвращай все обратно. Поэтому обязательно должна быть за плечами и моральная, Так это коллектив, работа в коллективе тесная, даже не наставничество. Взаимопонимание. взаимопонимание не только двух педагогов на одной группе, но и всего коллектива в целом. Да, будут все равно педагоги, которые не смогут себя переломить. И тяжело, у нас не весь детский сад работает по инновационной программе, у нас только несколько групп, которые вот именно приняли, поняли и пытаются идти вот этим новым путем. А остальные ваши коллеги как сейчас вот смотрят на это? Так скажем, есть те, которые вот именно приверженцы этой инновационной программы, а есть те, кто остаются на той ступени, как сказала уже Татьяна Валерьяновна, в 9:00 у нас начинаются многие занятия. Им тяжело понять и принять. Даже пробовали кто-то на каком-то начальном этапе, пытались, но они понимали, что они не могут и отказывались от Кто-то этого. видит в этом хаос.
Кто-то видит в этом, что мы просто вот вседозволенность детям отдаем. Но на самом деле мы же наблюдаем, мы как партнеры, и все равно как взрослый человек мы стоим на страже в первую очередь это жизни и здоровья ребенка. Поэтому и также наблюдаем за безопасностью детей, и также готовим среду, чтобы она была именно безопасной. Спасибо, Екатерина Николаевна. Еще такой вопрос, наверное, ко всей вашей группе. Вот иногда бывает так, что поддержки ты рядом с собой не находишь. Ну, бывает так, да, и складываются обстоятельства, что ты отсюда никуда не можешь уйти. Вот ваше видение, как должен поступать современный педагог, если эта поддержка ему нужна? Есть люди сильные, они справляются сами. Вот ваше видение как? Где искать вы можете поддержку вот в этих во всех инновациях? Ну, кроме нас не берите в расчет, да? Сообщество свое, я имею в виду, педагогическое сообщество. Мне кажется, взять помощники родителей. Единомышленники. То есть, когда родители видят продукт, который получается в итоге, что они видят, что дети вот с какими глазами бегут в детский сад, а вечером они видят результаты их работы, потому что ребенок может расположить свою работу, интересующую его вещь в любом месте группы и на уровне собственных глаз. Либо они пишут специальные записочки для родителей. Это все равно это чувствуется. Понятно, родители, а еще где? Искать единомышленников среди сообщества. А есть такие? Есть такие? Детский сад должен быть на площадке, нужно взаимодействовать друг между другом, нет? То есть я просто к тому, что если кто-то решится на какое-то преобразование самих себя, вы посмотрите, вы всегда не одни. Вот в любом уголке всегда есть те люди, с которыми вы будете созвучны. Вы не бойтесь этого. Да? Потому что всегда кажется, новое — это очень страшное. Спасибо, у меня все. Коллеги, эти темы очень сложны для нас, да, поэтому я думаю, что они требуют еще дальнейших обсуждений, да, безусловно, каждая из тем. Нет, у меня не вопрос, у меня две реплики. Первая реплика — это вот относительно того, что мы сейчас обсуждали. Инновационные процессы, они всегда должны быть, они есть, но вы сами должны понимать, что нет ничего тяжелее, чем изменить процесс в системе образования. Система образования — это самая традиционная из всех других отраслевых систем. И поэтому вот Татьяна Валерьяновна вам задавала вопрос неспроста, а что же делать, если все остальные против? Это действительно сложно, вот все эти инновационные процессы. Но они должны быть именно потому, что меняется мир, окружение, меняется ребенок. Все правильно. Но что меня очень тревожит, коллеги? Вот вы представляете только один уровень дошкольного образования. Вы меняете процессы, вы меняете жизнь вокруг ребенка, вы его развиваете в первую очередь, а дальше парта, учитель и класс. И не боитесь ли вы того, что не то, что все, что вы сделали, там куда-то исчезнет, нет, а что произойдет конкретное неприятие этих детей, то есть ситуации, в которой они окажутся. И меня-то пугает больше всего именно это. Все прекрасно, пока не в ваших стенах. Вас поддерживают родители, прекрасные педагоги и единомышленники. А дальше другая реальность. Я вам задаю просто домашнее задание, кто готов меняться. Ну, в целом, на вашу дальнейшую профессиональную жизнь. Без взаимодействия с учителем и со школой все зря. Ну, все зря. И вот это самый сложный процесс, это вот это объединение двух уровней. Иначе все, что вы делали, оно, в общем-то, в песок уйдет. И мне бы хотелось, чтобы вот этот переход, он был для детей безболезненным. И от вас, от школы, конечно, зависит многое. Ну, это вам просто на подумать. И еще одна реплика. Вы действительно профессионалы, вы живете работой, вы любите детей. Каждая из вас здесь прям, я только радуюсь. Что меня смущает? Вот у многих я слышала штампы. В вашей работе не может быть штампов. Вы не можете мыслить и говорить штампами. И второе. У многих звучит, мешает одно, второе, третье. Коллеги, нам ничего в жизни не мешает, если мы чего-то хотим. Ничего. И никакие оправдания, они не могут быть действенными, да, и вообще оправдывать нас какие-то слова, это мешает второе, третье, четвертое, пятое. Нет, если вы хотите, вы это сделаете. И сейчас и законодательство, и стандарты все равно дают нам некую свободу.
Ну и в завершение мне бы хотелось сказать только одну фразу, которую мне хочется, чтобы вы помнили. Не дети для нас, а мы для детей. А пока вот даже то, что мы обсуждали, оно пока вот не принимается нами. Поэтому я вас благодарю лично, не как, я не член жюри, а просто как присутствующий на этом мероприятии. Сложные мы вопросы обсуждали, очень сложные, но уверена, что каждый из нас присутствующих, и из конкурсантов, и из членов жюри, и я, мы все равно очень много почерпнули друг от друга. В этом-то и прелесть всех мероприятий таких. Поэтому меняйтесь, но делайте это желательно коллективно. Сказала бы так я это, да. Поэтому спасибо большое за общение, девушки. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Коллеги, я только одно хочу сказать, что мы все, так я понимаю, немножко соскучились в связи, да, с 2020 годом таким, по хорошим таким профессиональным диалогам. Нам всегда есть что обсудить. Нам всегда интересно встречаться на всех площадках, онлайн ли это площадка, очная ли это площадка. Но, конечно, когда мы видим глаза друг друга, нам общаться легче, это понятно. Коллеги, уважаемые, вы все понимаете, что область этих вопросов, да, она, в общем-то, очень широка, да, и очень много там всего можно еще найти, проговорить, дойти до деталей, как мы любим это делать, да, все, вот, разобраться во многих вопросах. Конечно, хочется сказать, что сегодня наше дошкольное образование, оно действительно, вот, пусть медленно, да, пусть сложно, пусть с какими-то такими моментами, может быть, не всегда для нас понятными и приятными, но оно меняется. И это важно, потому что все мы уже понимаем, и никому это доказывать не надо, что мы работаем для ребенка и во благо наших детей. Это очень хорошо. Ну а наш сегодня профессиональный диалог разрешите считать закрытым. Благодарим вас за общение, благодарим членов жюри за общение. Всем вам успехов. И уже все закончилось, да, на сегодня. Пора гладить платье уже. Платье пора гладить и прически делать. Поэтому можно уже готовиться. Спасибо, коллеги, всем большое.